Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. 22 декабря энергетическое сообщество отмечает свой профессиональный праздник. Так как дата отмечается в конце года, принято подводить итоги уходящего года и ставить планы на будущее. Сегодня об этом мы не только поговорим с гостем нашей студии Алексеем Стручковым, генеральным директором ПАО «Якутскэнерго». Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Расскажите, пожалуйста, какие знаковые события произошли в этом году в энергетической области республики? В целом, уходящий год сложился непростым для энергетики Якутии. Вы знаете о том, что при аномально низких температурах наружного воздуха прошел отопительный сезон 2020-2021 года. В декабре и в декабре 2020, в январе 2021 года мы фиксировали снижение температуры наружного воздуха от многолетних среднегодовых показателей на 6-7 градусов. В летний период, когда вся республика столкнулась с масштабными лесными пожарами, также эти лесные пожары нанесли значительный ущерб объектам электросетевого хозяйства республики. Но, тем не менее, хотел бы отметить, что год мы завершаем с положительной динамикой основных производственных показателей. Объемы производства электрической энергии в текущем году всеми станциями ПАО «Якутскэнерго» составили 4 миллиарда 392 миллиона киловатт-часов. Это более чем на 4,5 процентных пункта выше наших плановых значений. И хотел бы отметить, что рост выработки связан с тем, что мы обеспечивали энергоснабжение не только потребителей нашей республики, но и осуществляли переток электрической энергии за ее пределы в объединенную энергосистему Востока. В целом, по итогам года мы ожидаем объем перетока более 434 миллионов киловатт-часов. И хотел бы отметить, что работа нашей компании в объединенную энергосистему подтвердила эффективность такого системного решения. Мы это видим на снижении количества аварийных отключений потребителей из-за нарушений в работе генерирующего оборудования наших энергообъектов. И также мы констатируем, что существенно сокращены вот такие аварийные отключения в сравнении с тем, что было в условиях изолированности нашего западного и центрального энергорайонов. Объемы производства тепловой энергии в уходящем году составят 2 миллиона 660 гигакалорий, что также выше плановых показателей на 0,3 процентных пункта. Среди ключевых событий уходящего года хотел бы отметить, что с середины года мы разделили зоны гарантирующего поставщика между ПАО «Якутскэнерго» и нашим дочерним обществом, акционерным обществом «Сахаэнерго», а также передали бытовые функции ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». И еще одним таким знаковым событием для энергосистемы хотел бы назвать завершение первого этапа строительства учебно-производственного центра подготовки персонала, который введен в поселке Марха, вблизи города Якутска. И это современный учебный производственный центр с 20 лабораториями, классами, современным программным обеспечением, специальными тренажерами и технической библиотекой, и более чем на 12 тысяч экземпляров научной и технической литературы. В целом, в рамках ремонтной программы в текущем году мы провели капитальный ремонт 1028 километров электрических сетей разного класса напряжения, 12 трансформаторов на подстанциях напряжением 35 киловольт и выше. Для снижения возникновения аварийных ситуаций мы также провели расчистку более 3000 гектаров просеки. Выполнен капитальный ремонт 4 турбогенераторов, 1 котла-агрегата, 4 генераторов и 3 водогрейных котлов. Также отремонтирован более 5 километров тепловых сетей. В целом на реализацию как ремонтной, так и инвестиционной программы мы направили более 6 миллиардов рублей. Якутскэнерго и все филиалы и дочерние общества получили паспорта готовности. Это свидетельствует о том, что они готовы к пиковым сезонам и периодам. Расскажите, на основании чего выдается данный паспорт?
прежде всего хотел бы отметить, что предприятие «Якутскэнерго», равно как и все ресурсоснабжающие организации нашей республики, одними из первых в стране вступает в отопительный сезон, который, как известно, длится 9 месяцев. На отдельных территориях это все 365 дней в году. Наша компания делает все для выполнения главной своей задачи — обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. И в этом году, параллельно с подготовкой к отопительному сезону, мы проводили масштабные аварийно-восстановительные работы после лесных пожаров. И хотел бы отметить, что это, к счастью, не сказалось на темпах и сроках проведения ремонтных работ. Паспорт готовности был выдан на основании результатов оценки готовности наших филиалов «Якутскэнерго» приказом Министерства энергетики Российской Федерации 1191 от 3 ноября 2021 года. И, конечно же, основными задачами для всех наших предприятий, для нашей компании в целом является обеспечение надежной работы оборудования, снижение количества технологических нарушений, повышение показателей охраны труда и производственной безопасности, а также эффективности производства и транспорта электрической и тепловой энергии. И все эти мероприятия направлены на сохранение и обеспечение надежной безаварийной работы всей энергосистемы республики. Алексей Александрович, да. мы уже упомянули лесные пожары, которые летом бушевали, и было повреждено около 400 опор. Расскажите, все ли удалось восстановить и какой был в целом ущерб? Но в целом в период лесных пожаров у нас было повреждено 397 опор на 24 линиях электропередач классом напряжения от 6 кВт до 110 кВт, которые расположены на территории 8 муниципальных районов нашей республики. На текущую дату все опоры восстановлены, но хотел бы отметить, что 102 опоры на текущую дату, они еще восстановлены по временной схеме. Это связано прежде всего с тем, что они находятся в труднодоступных болотистых местностях, и, соответственно, специализированная техника просто туда не может выехать до промерзания грунтов. Но до конца года 54 опоры мы восстановим, и полный объем восстановительных работ мы завершим уже в течение первого квартала следующего года. В целом затраты нашей компании на аварийно-восстановительные работы составили более 300 миллионов рублей. Из них более 200 миллионов рублей — это наши дополнительные затраты на работу дизельных электростанций. И хотел бы отметить, несмотря на такой сложный период, мы не допустили длительного перерыва в энергоснабжении наших потребителей. Круглый год в СМИ и всевозможных мессенджерах информация ходила о плановых работах. Расскажите, что это за информация и какая необходимость проводить данные работы в зимний период? Данные работы направлены на обеспечение потребителей нашей республики качественной и бесперебойной электроэнергией. И, конечно, мне, как руководителю энергокомпании, да и всем нашим специалистам, понятное недовольство наших потребителей, прежде всего жителей Якутии, которые связаны с этими плановыми отключениями. Но, тем не менее, хотел бы отдельно отметить, что в год в нашу компанию поступает более 7 тысяч заявок на новое технологическое подключение объектов. Это и жилищный фонд, это и объекты малого среднего предпринимательства, это и объекты социальной сферы. И, конечно же, мы для того, чтобы подключить и удовлетворить эти заявки, вынуждены проводить эти плановые отключения. И это также связано с тем, что у нас достаточно протяженная система электросетей, это более 24 тысяч километров по всей территории нашей республики, и в том числе львиная доля этих электрических сетей у нас расположена в труднодоступных зонах, в проезд которых возможен только в зимний период. И с этим в том числе и связано проведение большого количества плановых отключений именно в течение зимнего периода. С 1 июля «Энергосбыт» перешел в ПАО «ДЭК». Расскажите, чем это обусловлено и как изменилась работа? Передача сбытовых функций всех энергокомпаний Дальнего Востока связана и проводится в соответствии с программой развития сбытовой деятельности группы ПАО «Росгидро». Этой программой предусматривает централизация сбытовых функций на территории, как я уже отметил, всего Дальнего Востока. И эту функцию осуществляет ПАО, специализированная наша организация, Дальневосточная энергетическая компания.
И проекты вот по консолидации этих бытовых функций, они уже реализованы практически во всех субъектах Дальнего Востока. И вы знаете о том, что в 2019 году это мы осуществили на территории Республики Саха-Якутия в качестве пилотного проекта на территории Южно-Якутского энергорайона, Нерюнгринском и Алданском районе. Хотел бы отметить, что у Дальневосточной энергетической компании самые передовые технологии, которые будут внедрены в сферу оказания услуг потребителям Якутии. И думаю, что этот функционал наши потребители уже почувствовали и будут чувствовать в последующем. Но при этом, конечно же, часть линейного персонала, который будет работать с юридическими лицами, с физическими лицами, с частным жилым сектором, мы передали в наши сетевые филиалы и проводим совместную работу и по установке приборов учета для потребителей как населения, так и юридических лиц, и будем продолжать эту работу. Ну и при этом, что, наверное, важно для наших потребителей, хотел бы отметить, что все договора и с юридическими лицами, и с населением, они сохраняют свой функционал, и ПАО «ДЭК» осуществляет функции агента от имени нашей компании. Жители западной части республики, это Нюрбинский, Вилюйский, Верхний Вилюйский, Сунтарские районы, часто поднимают вопрос о нехватке мощности. Расскажите, что делается Якутскэнерго для того, чтобы снять эти вопросы? Ну вот действующая линия классом напряжения 110 киловольт, Сунтар-Нюрба, Верхневилюйск-Вилюйска, ее общая протяженность порядка 394 километров, она была построена в 70-х годах и на сегодняшний день имеет большой физический износ. Ежегодно мы проводим плановые ремонты для поддержания этой линии в нормативном состоянии. Например, только в текущем году мы заменили на этой линии порядка 90 опор, потратили и направили на эти цели более 30 миллионов рублей. И, естественно, особенно в пиковые периоды мы ощущаем, скажем так, перегруза этой линии. Да. За последние годы ежегодный прирост энергопотребления Вилюйской группы УЗ составляет более 5 мегаватт электрической мощности, и понятно, что эти новые мощности требуют реконструкции и модернизации этой линии. В рамках нашей инвестиционной программы на текущий год мы заложили начало проектирования этой линии. Линия будет строиться в одноцепном исполнении классом напряжения 110 киловольт. Проектные работы и заключение госэкспертизы мы планируем получить уже в конце 2022 года и начать строительство этой линии уже в 2023 году. Суммарный объем инвестиций в строительство этой линии составит порядка 4 миллиардов рублей, и сроки строительства примерно от 3 до 4 лет. Но с учетом протяженности этой линии она где-то будет порядка 151 километра, и плюс строительство необходимых подстанций в городе Нюрба. В скором времени начнется строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2. Расскажите, зачем вообще ее строят и не хватает ли мощности? Будет ли хватать? Вы все знаете о том, что в ноябре 2017 года в городе Якутске мы ввели первую очередь Якутская ГРЭС-2. Станция, которая направлена на обеспечение выбывающих мощностей Якутской ГРЭС. В течение ряда лет по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации мы вывели из эксплуатации 5 генераторов на станции Якутская ГРЭС-1, и, соответственно, вот оставшиеся 5 также в соответствии с графиком на период до 2026 года будут выведены в эксплуатацию. И вот для замещения этих выбывающих мощностей правительством Российской Федерации по предложению нашей материнской компании, по Росгидро, было принято решение о строительстве второй очереди Якутская ГРЭС-2. Она будет строиться на площадке действующей станции Якутская ГРЭС-1. Установленная электрическая мощность новой станции составит 160 мегаватт, тепловая мощность 201 гигакалорий в час. И завершение строительства этого объекта в соответствии с тем графиком, который был принят правительством Российской Федерации, мы ожидаем до конца 2025 года и вводу в эксплуатацию станции в начале 2026 года. Мы уверены, что все ваши планы будут выполнены. Поздравляем вас с профессиональным праздником. И у вас тоже есть такая возможность поздравить ваших коллег с профессиональным праздником.
Спасибо большое, Валерия. Конечно же, пользуясь предоставленной возможностью, я от имени руководства компании ПАО «Якутскэнерго» от себя лично хотел бы поздравить всех своих коллег, всех специалистов компании «Якутскэнерго», всех энергетиков нашей республики с нашим профессиональным праздником, Днем энергетики, который мы традиционно отмечаем в преддверии Нового года. Сегодня наша компания находится, может быть, не в самом лучшем финансовом положении. К сожалению, последние 3 года мы не выбрались из волны убытков. Это в основе своей связано, конечно же, с нашей тарифной несбалансированностью и с правительством Республики Саха-Якутия. В течение не только этого, но и всех предыдущих лет мы решали эти вопросы тарифной несбалансированности, и нам удалось доказать правительству Российской Федерации, и на следующий год принято решение о превышении предельного индекса роста тарифов на электрическую энергию по передаче на 9,9% пунктов, и это уже в следующем году позволит нам нивелировать часть этих убытков. Но, тем не менее, перед компанией и перед энергосистемой Якутии в целом стоят масштабные задачи. Мы понимаем, что без опережающего развития инфраструктуры и прежде всего энергетической невозможна реализация приоритетных инвестиционных проектов, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие нашего региона. И хотел бы заверить, что энергетики Якутии приложат все усилия для реализации этой поставленной масштабной задачи. Уверен, что мои коллеги и коллеги энергетики не только ПАО «Якутскэнерго», а все Якутии справятся с этой поставленной задачей. Еще раз хотел бы поздравить всех их, особенно ветеранов нашей отрасли, с нашим профессиональным праздником, пожелать им доброго здоровья, успехов, благополучия и реализации всех намеченных планов. Благодарю вас, Алексей Александрович. Мы тоже присоединяемся к всем вышеперечисленным словам. Ну а я напомню, что сегодня темой нашего актуального интервью были итоги и планы энергетиков, а разговаривали мы об этом с Алексеем Стручковым, генеральным директором ПАО «Якутскэнерго». Всего доброго и берегите себя.